качественно. Каша не застыла. Сегодня у нас на обед каша перловая и консервы с дикой утки, что мы делаем сами в нашем автоклаве. Григорьевич первый раз пробует, да? Почему? Утиные консервы. Вот, попробуй. Как мы видим, стопочки пустые. Сегодня мы без рыбацкого обедаем, потому что сегодня у нас уже день выезда. Завтра у меня рабочий день. Надо будет собраться, выехать. Как-то не всегда коту масленица. Да. Не всегда экзот. Так, сегодня мы без спиртного, но кушаем вкусный обед, перловая каша, консервы тоже сами делали и утиные консервы. Орешка. Все по-простому. Кто-то там показывает супер-пуперские готовки на рыбалке. У нас не кулинарный канал и не канал про то, что как готовить. Показываем жизнь такую, какая она есть, без сценария, без постановок. То есть был бы канал, не был бы этот ролик, не был бы, все равно сейчас мы с Иваном сидели и ели бы вот эту пищу. Просто благодаря вот этой камере, которая же снимает и в дальнейшем, которая ролик выйдет на канале, кроме нас самих этот ролик уже выйдет многие каналов. Кому-то может быть интересно, как мы живем на севере. А лето на севере это очень-очень холодно. Сегодня, мне кажется, уже холоднее, чем плюс 10. Уже где-то градусов, наверное, плюс 6, потому что где-то по-осеннему сентябрьская погода, даже октябрьская, наверное. Очень холодно. Лето на севере. Привет Николаю Назарову, Антону Назарову, отец с сыном не придумали, а создали, так сказать, великолепную песню, к примеру, которой прошлый год вы уже видели не на моем канале, а также на канале Назаровых, на Вятской земле, называется. В правом верхнем углу будет ссылочка на канал Назаровых. Заходите, подписывайтесь, очень интересный канал. Потому что Антон пишет стихи, а Николай музыку. Хотят. Они еще очень много стихов, очень много песен. Они еще и заядлые рыбаки. И этот год они показывали, как они охотились на гусей. Заходите на канал, увидите тоже много интересного. Они так ждали от Ивана Григорьевича, когда он исполнил песню «Бессмертный пол». Что-то Иван Григорьевич так и не соберется, никак песню не выучит. Некогда. Да некогда, занятой. Да, занятой. Ладно. Утиная кость. Можно разжевать даже, если очень хорошая. Проваривается полностью. Ну как-то вот так. Кушаем. Отдыхаем немножко. И на вечернюю рыбалку найдете, на вечерний клев. Увидимся на реке. Да? Так, ну что, после обеденный перерыв у нас немного затянулся. Хорошенько щеманули. Зашли с Иваном Григорьевичем в палатку. Выгнали всех комаров со спиралью. И просто даванули храпака. Тем более, говорит Иван, что-то изжога. Время сейчас уже 9 часов без 12. 9 часов вечера. Да и раньше смысла не было, очень сильный ветер. Здесь река делает поворот.
и волны как бы мало, а там дальше была большая волна. Сейчас немножко ветер подутих, можно выезжать. Че, Иван, будем еще нет рыбачить? Ну да, вот там за дамбой попробуем. За дамбой. А здесь немного не сплавимся, мы же здесь кусочек не обкидали еще. Попробуем немного? Ну давай. Сейчас по ветру все равно еще до конца стихнет, потом выйдем туда за поворот. За поворотом, потому что волна еще есть. Ветер только-только начал стихать. В общем, мы так подумали, что приехали мы сюда не на заготовку, получить удовольствие, зачем мы будем делать что-нибудь себе в ущерб. Да, во время. Где рыба? Рыбу взял? Да, вот все сзади меня. Вот у нас получается ровно вот такой 20-литровый бак у Ивана Григорьевича. Мы его заполнили даже с горочкой. 2 щучки даже не влезло. Это, грубо говоря, около 20 килограмм рыбы мы поймали за 2 дня по ведру в день. Нам большего и не надо. Да. Если свеженького сейчас что-нибудь поймаем, хорошо. Нет, так нет. Там будет видно. В любом случае, спасибо. Скажем спасибо этому прекрасному месту за то, что отдохнули, да, отметили День рыбака. Так, ну все, в общем, одеваем камеру на голову. Немножко лыжа не дает. Вот так вот, буквально совсем немножко. Камушки берем. Камни на лыжи сейчас уберем, чтобы винтом ненароком не задеть. Получили, отдохнули, получили колоссальное огромное удовольствие от общения с природой. Нам больше ничего не надо. Так что всем. О, мотор даже уже остыл. Надо выезжать быстрее. Надо выезжать быстрее, чтобы на косу туда не прижало. Тут очень мелко. Вон, сантиметров 10-15 воды, не больше. Мы можем сейчас на брюшо, на днище сети, все. О, Крым спускается. Так, спасательный жилет у тебя с собой? Все, вроде все взяли. Палаточку пока оставляем. Чай, сахар, продукты питания необходимые, спираль, зажигалки, все оставили. Даже полбутылки рыбацкого напитка. Так что залетному страннику, если что, будет чем согреться, чем покормиться. Консервы, все такое оставили. А если нет, то скоро, очень скоро я сюда сам приеду. А с кем и когда, точно еще не знаю. Завтра у меня рабочий день. Ну а дальше пока не планировал. Надо проокучить 2-й раз. Потом 14 июля у Ромки день рождения, 17 июля день рождения у меня. Не знаю, хотелось бы выйти, конечно, с вами в прямой эфир, поговорить, пообщаться напрямую. Получится хорошо. Нет, так отметим день рождения на природе. Потому что часть моей семьи уезжает отдыхать на море. Часть остается в поселке, часть в деревне. Ну а моя часть, самый лучший отдых, это, конечно, на природе. Как у Ивана Григорьевича тоже, да? Если бы, скажи, не долбаная изжога еще, да? Если бы не изжога, блин, уже нога уже ладно, я даже внимания не обращаю. Но, блин, вот этот, блин, надо Гастал, конечно, возить с собой. Гастал или еще лучше Алмагель? Алмагель глоточек сделал, все пройдет. Наклонишься и, блин, прямо бьет. Это от бич-пакета 100%. А я их вообще не ел раньше. Блин, где-то мне Валька, возьми бич-пакет там. Сейчас скажешь спасибо дома. Скажи спасибо, Валя, за бич-пакет. Дети, блин, его кушают, так она Ване, у Ольги покупает и, блин, сама говорит, ну мне понравилось. Ешь, говорю, тебе. Сейчас понравилось. Так что бич-пакеты, то есть вермишель быстрого приготовления, всякие там роллтоны, киролтоны,
Это, конечно, хорошо, когда на скорую руку можно приготовить быстрый перекус, кипятком залил и съел. Кому-то это нравится даже, но лучше не злоупотреблять. Изжога обеспечена, да? Да, вот я, блин, не редко бывает, как только вот в столовой кушал раньше. Кушаю в столовой, есть жопа. Все. Ну а тем временем мы приближаемся к противоположному берегу. О, сначала прохваты резко даешь, потом берет и поехало все. И сейчас немножко как раз мы будем плыть по течению, а ветер против. Мы практически будем стоять, если ловиться будет. Попробуем, покидаем, посмотрим. Может быть, наши щучки к вечеру активировались. Вчера 2 поймали, да, вечером? Сегодня половили. Сейчас посмотрим, что нам скажет вечерний клев. Бом-бом. Бом-бом. Как много в нем Хоро. заветных слов. Да. И вот она, Бам-бам. знасть моя. Бам-бам. То рассохнется и не может так присохнуть хвост. Зубастая. Подводная. Бам, бам, бам. И щука выскакивает. Бам-бам. Да. О, все, о. О, вот тут вот окуней ловили мы. Ну все, приехали. Крупных окуней вот тут вот ловили. Приехали. Эта лодка еще будет плыть 10 минут по инерции. Очень потрясающая инерционная ходкость у нее. Остановил, и она идет. Короче, от берега можно за 100 метров остановить, и она будет все 100 метров по инерции будет еще идти. Я так думаю, поклевки щуки мы все-таки увидим. Что-то моя чуйка подсказывает, что щучья поклевка будет. Хотя здесь уже не один десяток раз, не одну сотню раз проплыло, несколько лодок покидали. Но где-то что-то щука выходит, где-то что-то заходит, откуда-то что-то. Я так думаю, что-нибудь да мы поймаем. Так, у нас первая поклевка, и это кто-то походу язь. Нет, это вон, вот я про них и говорил. Только про них сказал. Вон, Иван Григорьевич, только говорю, я был такая рыбалка, что я здесь плесканулась крупная рыба, начал рыбачить и вот натаскал вот таких окуней. Видишь? Вот такие были. Вот такие хорошие горбачи. Все-таки мы дождались вечернего окуня первого. Дай бог не последнего. Вот тут на этой струе как бы был. О, меня потеряли. Ну и вот и пока говорил по телефону, супруга звонила, вот и Иван вытащил своего горбача на вертушечку. Ну, чуть-чуть меньше твой. Да, чуть-чуть. Чутка. Мой-то вообще горбач, полкило, наверное, весом. Это чуть меньше. Но приятно. Я говорю, здесь крупный окунь на струе держится, блин. Как бы сейчас покидаем. Может быть, если таких 20 штук, и ведро будет. По окуню уже поймали. Только что-то уже темнеть начало. 9, наверное, уже, да? Сумереет. Так, попробуем на глубину. Есть курья такая интересная, тоже глубокая, очень много хлама. Но рыба здесь есть. Как-то тоже поставила здесь удочку в клеточку. И мне даже здесь попался налим. Видать, он рыбу заглотил. И была удача тогда на моей стороне. Что-то ни выхода язя, ничего нету. Такое ощущение, что он просто кончился.
Ясь кончился на Печоре, вон. Это мне этой весной кто-то говорит, блин. Я, говорит, нет на Печоре. Сиг есть, говорит, окунь есть, язя нету. Говорит, куда я сделался? Я говорю, да быть такого не может. Да, говорит, нету. Продольники поставил, блин, первая же проверка ведро. Я говорю, не, язь на месте. Сейчас съездим еще на одно место, на дамбу туда. Там проверим. И потом потихоньку будем ехать в сторону дома. Заодно проверяя уловистые места. На шпаньку можно, да? Да-да-да, там. Мы же знаем, там ясь был тогда. Я все туда хочу зимой попасть, на первый лед. Весной, говоришь, пробовали, не клевало, да? Я вот просто горю желанием, просто не знаю, когда вот это получится, не получится. На подушке Иван Григорьевич-то получится, что нет-то, да? Да. 40 минут, говорит, и... опа, была поклевка или что это? Или трава? Нет, это была поклевка, вот она. Да-да-да, это поклевка. Есть? Есть поклевка, да, хорошая, такой же окунь. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот тут стайка горбачей. Вот. Я не обманываю, да, Иван Григорьевич? Да-да-да. Сказал, здесь они есть, значит они есть. То есть были как-то. Я штук 8 тогда их здесь поймал. Но тогда южный ветер, ну южный, а по течению ветер был, и все сносило. Я просто замучился постоянно на моторе подъезжать. А якорь... О, еще поклевка. Ох ты, ох ты. О, еще такой же. Четвертый. О, красавцы какие, да? Одно удовольствие, блин. Приятно таких, конечно, горбачей вытаскивать. Есть, да? У тебя блесна белая? Да. Ну вот, может... Опа, и у меня. Может, просто время подошло? Иван, что так высоко поднимаешь-то? Отпусти. Длинная это. Опа, о. Что-то, на. О. Янцикадан. Янцикадан. Пошли поклевки. Блин, вот и пойми, аккуратней. Вот и пойми потом, только тишина была, а тут бац-бац-бац. Не может быть такое, что время клёва пришло. Оп, есть. Может быть такое, может. Может. Или стайка пришла, или время клёва. Вот удивительно, в течение часа кидали и тишина, да? А тут просто красота такая. Просто красота. Давно надо было... Ох ты, у меня не вовремя борода. На ту сторону не кидай, Иван. Скажи, мне и на этой неплохо, да? И резинка, и вертушка, все работает. Все, кончилась сайка. Как все хорошо начиналось. Или темно и не видишь блесну? Я видел. Ну, видать, стайка подошла, мы бац-бац выдернули ее. Хорошая голодная стайка была. Приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Поклевка. Вот она. Вот она. Вот она сейчас. Попробую вертикально половить. Ну да, можно. Они же... Вот она, вот она, вот она, вот она. Вот Игорь так и ловил. Подведет. О. Я блесной подводил, а он тут... Стоит здесь. Дергает за хвост. И хороший окунь. И все. Видать, укололся, что ли? Нет. Вот он. Вертикальная проводка. Что еще пробуем?
Он меня дергал, здесь сошел, видать, оттуда я пригнал его. Здесь-то, может, подлойки нету его. Не будем баловаться. Да. Там ждут товарищи. Мы тут будем баловаться. Вот, друзья, приехали на дамбу. Место просто потрясающее. Рыба здесь как бы всегда есть. Рыба часто бывает, что поклевывает. Тут сразу ямка, тут каменистая отмель, травка везде. Ну, это что? Задевает, что ли, куда-то? Нет, показалось. Ну, как мы видим, в течение 5 минут мы уже кидаем. Ой-ой-ой, там у тебя есть, да? Сюда кинул. Кидаем все, я пробую уже пыздрик. Ни блесна, ни резина. Окунь не реагирует ни на что. Как бы если рыба ловится, то она ловится. Но походу, ну, я просто считаю чудо, вот, что мы поймали вот эту стайку крупных окуней. Все-таки мы на них нарвались. Просто будем искать. Возможно, может быть, еще где-нибудь что-то нарвемся. Но навряд ли. Время уже около 10, наверное, да? Да. Но вчера же ночью ловилось. Да. День на день не приходится, погода меняется. Будем пробовать, будем искать. Пока вот что-то не получается с этим новым местом. Место вообще... Как бы столкнуться, что ли, вот там на щуку ловим, вот вдоль той травы. Там дальше туда? Да, вот вдоль той травы, щука я. Сейчас я толкнусь. Ладно, друзья, до первой поклевки. Ты попал. Так Да? что Иван Григорьевич все-таки выудил ночного окуня на белого виброхвоста. Поставил белого виброхвоста, говорит, чтобы видели. О. И сработало. Полностью белый или спинка синяя? Спинка синяя. Спинка синяя, Так, беленький. жопка белая. Да, все. Живот белый. Вот. Ветер стих, начинают долбить комары. Ну, я так думаю, мы отдохнувшие, полные сил. Да. И прямым ходом мы домой уже не поедем. По-любому мы порыбачим. Была поклевка, да? По-любому мы дождемся, наверное, Ага. не только вечернего, но и утреннего клёва. Вот второго окуня. Так что начинаю рыбачить. Белую, смотри как. И я. Ну, он уже не слепой. То ему Так, все, готово. Все готово. Так, ну что, вот подошел. где-то там, да, Иван нашел окуней. У меня желтый виброхвост. Оп, у меня тоже на желтый. Окунь, конечно, помельче, чем первый раз были. Ну, такие ладошечники, да. Зимой это таких окуней за счастье, блин. Конечно. Это огромное счастье. Оп, другое ведро упал. Вот я иногда не понимаю, но проплываем очень много территорий и ни одной поклевки. Да. Потом бац-бац-бац. Или время у них как-то, блин, какие-то 15 минут или что. Начинаются просто поклевки, блин. Или... Я уже не знаю, что думать. Ну, пока ловится и клюет, это хорошо. Йенскаден. Вон. Белая, желтая, красная. Ну, у меня тоже резина, правда. Но мне кажется, даже не в резине дело, да? Да, если стая есть. Вот. Видишь? Ловит поклевка буквально на каждом забросе. Хоть бери, да вернись к острову. Ого, это хороший уже, это хороший. Это уже получше, вот он. Это уже горбач. Вот.
как-то вот так. Половили, потом было затишье, а потом просто... куда унесет, так и принесет. Может, еще к лучшему месту принесет. Тут сейчас... Вот тут ведь тоже рыба есть. Что думаешь, здесь рыбы нет? Вон здесь? Здесь на дамбе этой рыбы еще больше, Иван. Вот смотри, я сейчас с этой стороны вытащу. Пока нет. Пока нет. Вот туда подальше закину. Как-то мы здесь тоже неплохо веселились. Веселуха была. Уже интересно. Уже компенсировали полный беск. Красавеллы? А? Красавеллы? Ты бы одно ведро положил ближе к себе, да и все. Унесет, так крутанется, принесет. Здесь она крутит лодку. Далеко не унесет. О, есть. Они вот в этом омуте. О, красавелла какой. На течении нету, они вот это завихрение, где кружит вот это все. Вот видишь, сейчас по идее должно крутануть и опять туда понести. По идее, если то течение не подхватит центральное. Видишь, здесь оно кругом идет течение, водоворот. Это у них просто голова закружилась у окуней. И они ночью ловятся. Ну, под утро. Ранним утром лучше, я так думаю. Ну, сейчас ночь, ловится же. По крайней мере, 2 стайки мы уже нашли активных окуней, которые... Ну, люди же тоже такие, не все спят, ночью уже кто-то живет. Так и окуни, наверное. Странно, крутанулись, вернулись на то же место, считай. А поклевок уже нет. Ну мы же здесь ловили одного за одним, получается, на этом месте. Или просто мы выловили всю стайку. Нет, ну я же туда кидаю, я же достаю, я даже дальше туда. И поклевок-то нет. Тут же в округе вот полностью и там, везде клевало ловилось. Прошло 5 минут каких-то и все, поклевок нет. Странные вещи творятся. Очень странные. Нет, есть еще один. Еще один есть все-таки. Средненький окунь. Все-таки еще один остался. Вот он. Ой-ой-ой, не кусай. И раз. Ладно, подъедем ближе чуть-чуть. Плыви, кораблик мой, плыви.
Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, ладно. Что-то мне далеко тянуться. Так, наверное, лучше будет. Лови свое ведро сам. Да. Оно у тебя уже полное почти. Туда мало влезет. У меня еще пустое. Вот поймаешь ты полное ведро, куда потом будешь пихать? В карманы себе? Пошла красота, да, Вань? Вот так, а мы раньше времени хотели уже... Да, вот не отпустили рук, получается. Искали, искали и все равно нашли голодного окуня. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вертикальная проводка сработала. Еще вертикальная. Вот, 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 смотри, красота какая. Вертикальную резину отпускаешь, и он тут как тут. Вот так вот. Вот, 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 вот. Янцкадан. О. Ну не красота ли это, а? Не красота ли, говорю, да? О. Мне кажется, сейчас пыздрик тоже работать будет. А зачем нам пыздрик вообще? Если ловится на это, да? Зачем менять? Зачем пыздрик? Клюет, ловится, долбит резину, как дикий окунь. Глядя, опять у нас. Ну, чуть-чуть мотором назад. Так может вообще встать к берегу туда, да и все? Сейчас с берегу стану вообще. Ладно, унесет еще в следующий раз, потом к берегу стану. Вот он здесь в одном месте крутится в водовороте. Вот он. Стайка хорошая, видать. Окунь средних размеров, есть и горбачи. Ну, приятно. Вот таких хоть соленым, хоть вяленым, хоть копченым. Ну, самое то. Красота, Янцкадан. Вот это ночная рыбалка. Наш печорский окунь ночью клюет. Помнишь, мы с тобой, когда 2 года уже прошло, да, Серега, ты приезжал? Жара была, днем спали, ночью рыбачили. О, уже висит. О, этот покрупнее уже. Этот уже покрупнее. Вот он, вот он, вот он, вот он. Янцкадан. О, красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. О, уже висит. Уже висит. Супер клев. Супер клев ночного окуня. Во, а что ты туда не кидаешь? Там что, думаешь, там окуня нету? Мне кажется, тут тоже есть. Да ладно. Точно нету, смотри. Нет, есть. Есть.
Опа. Так, попробую все-таки пызрик. 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 Почему бы нет? Ближе к острову. Нас опять кружит. Несет сейчас опять. Ладненько, пока выключаемся, подъедем ближе к острову. И попробуем подергать там. Сработал пызрик. Пока ехали. Вот он, вот он. Мне кажется, глубина тут слишком большая для этого пызрика. Тихо, тихо, тихо. Сейчас сделаем поменьше. Вот такая, думаю, будет самое то. Все. Поехали. Ух ты. Сошел, блин. Опа. Опа, уже висит. О, вот, вот. Вот и пызрика жрут тоже. О, ведро. Что, не видишь ведро, что ли? Так, что, опа, уже сидит? Нет. Видимости. Опа, опа, опа. Пызрик работает. Но видишь, на пызрике мелковатый крючок и промахивается. Вон. Смотри, Иван. Поплавок уже это. На пызрике тоже. Вот, 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 вот. Плохо видно только. Вам, наверное, да, ничего тоже не видно. Поехали к острову, причалим, наверное, да, чтобы не кружило. Так, ну вот, причалили к берегу, чтобы не кружило туда-сюда. И будем ловить, попробовать ловить с берега. Так. Попробую пызрика сначала. О! Была поклевка. Пызрик у меня на поплавке. Обыкновенная поплавочная удочка. О! О, 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 о. Нормально. Только она очень гибкая, и крупных окуней вытаскивать я не знаю буду. Или язя. Вон даже без игры. Сразу поклевка. Вон, сразу ловится. Сразу клюет. Нет, все равно шевельнуть надо по ходу. Мне кажется, все-таки спиннинг с вибриком лучше берут. Хотя нет, он клюет, клюет, клюет. Ловится, ловится. В огороде баня. С удочкой стоит, в лодке Ваня. Ваня, 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 Ваня. Ох, выходи, подлый трус. Тихо, тихо, тихо. Вон, какие красавцы на пызрик. Ну-ка еще. Тащить, блин, когда она вдвое сгибается, удочка, вообще прикольно. О, о. Пошел работать пызрик.
глаза там нету, ни червя, просто пыздрик с голым крючком. Он с виду как бы похож на малька чем-то. Немножко. О, опять ветерок поднимается. Ну как-то вот так. Пока ловится, будем дергать. Да. Да, вот. Видимость плохая, так что, наверное, вам ничего не видно. Пока выключаемся. Что-то тучи набегают вроде бы еще. Лишь бы дождя не было. Начнет моросить, придется убегать, да? Скажи, не знаю, да? Вот, на данный момент у нас здесь треть ведра где-то и там 2/3. Около ведра мы, по большому счету, за час поймали. Ну как, час это рыбалки, а час когда ловилось. Так-то мы, пока не ловилось, времени больше потеряли. Оп. Ну зато все-таки нашли, да, Иван? Кто ищет, тот всегда найдет. Все, выключаемся, рекламная пауза. Так, ну что, время 23 часа 07 минут. Только что переговорил с Ромкой. Пока разговаривал, смотрю, Иван рыбу таскать перестал. Как по часам, минута в минуту, клев прекратился в 11 часов ночи. Половилось где-то около часа, да? Даже меньше, минут 40, наверное, да? По большому счету. Что, поймал? Вот еще поклевка. Накидали вот здесь пол ведра. И там больше половины ведра. В общем, больше полведра, больше ведра уже точно. Кого там тащит, Иван? Выходи, что там? Окунь. Хороший окунь, горбач. Так что, может быть, просто мы выловили всю стаю? Мелкий. Мелких, да, сейчас подойдет крупный. Или что-то щука, может, крупная подошла, может, что, не знаю. Все ловили на... Нет, была поклевка еще. Все ловили на виброхвост. У Ивана желто-синий. У меня оранжево-желто-зеленый бакарат Lucky John. Пахучая резина. Очень уловистая. У меня последняя рыбка осталась. Больше нет. Раздолбают. И все, считай, пиши пропало. Нет, нет, нет. Да. Ну как, Иван, настроение? Что это было? Рыба? О, утка. Попал. На другое место. Там попробуем, если ловиться не будет, все, едем домой. Приехали на новое место. В этом году мы здесь еще не ловили. Зато прошлый, позапрошлый. Есть даже ролик такой с Иваном Григорьевичем у нас. Август месяц был. Окунь как из бочки, да? О, уточка летит, уточка. Мы тут просто доили этого окуня. Действительно было как из бочки.
Я так думаю, окунь есть и сейчас. Вот будет не будет он ловиться, это уже другой вопрос. Да, но должен быть. Обязан. Место хорошее. Опа, трава. Окуня здесь должно быть. Просто там же он тоже был, никуда не пропал, но все хуже, и потом вообще перестал ловиться. В этой стороне на мушку Мы даже брал. чуть-чуть выше, вот там вот мы были. Ну как бы ветер вроде бы туда должно поднять. Сейчас посмотрим. Нет, так и нет, что теперь. Поедем. Утром расцветет, по-любому ловиться должно, да? На рассвете-то, если вечером ловилось. Как бы белые ночи у нас подошли, вернее, к концу. Не совсем сплошной темноты не было, пока еще нет. Как мы видим, всю ночь вот мы видим, без фонариков ходим. Но скоро, очень скоро все это закончится. И наступит полярная ночь. Не, а ты смотри, не хотят. Не хотят. Прошло еще полчаса, если не больше. Время уже, наверное, 12. Иван Григорьевич снял шапку уже. Давай. Ну не ловится. Ни одной поклевки не было в течение часа уже. Вот поменяли уже, хрен его знает, ну 3-4 места, наверное. Вот там ловилось. Езжу, куда он меня направляет. Ни одной поклевки. Это не то, чтобы рыбы нет. Рыба есть везде. Просто она полностью перестала ловиться. Теперь надо ждать утреннего клева. Начнет ловиться, тут можно хоть ведро и два опять надергать. Вот так же, как мы ловили там. Вон. Считай. Больше ведра. В одно ведро точно не влезет. Надергали буквально за полчаса. Ну что, Иван Григорьевич? Поехали. Домой? Да. Я так думаю, там 2 ведра, здесь 3. 3 ведра нам вполне достаточно, Конечно. да? Тем более 2 из них уже чищено. Так что примерно, приблизительно, по большому счету, мы где-то поймали около 4 ведер рыбы, да, Иван? Да. Че ты плывешь? Смотри, поверх. А это рыбка какая-то. Говорят, они эти глистовые, больные, перед смертью так плавают. Перед тем, как подохнуть уже. Глисты жрут их, они по поверхности, говорят, плавают. Не знаю, насколько правда, но это так. Так что как-то вот так. Наверное, на сегодня все. Порыбачили от души. Всем спасибо за внимание. И всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Мелко, да. Увидимся. Помаши ручкой, Иван. Пока-пока, да. До новых встреч. День начинается вспышкой веселой зари. Травы блестят от росы дорогим перламутром. Речка в затоне алмазным туманом горит. Ветер чуть слышно поет в камышах добрым утром. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Небо купается в пойме прогретой реки. Солнце разбилось об лес малахитовой дрожью.
духом сильны, тут на севере есть мужики. Бой без сомнений дадут здесь тайге бездорожью. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Есть и девчоночки милые, северный край. Край от корней наших доблестных воинов дедов. Если приехал на север, ты не унывай. Здесь познаются ребята не словом, а делом. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь.